Сейчас основные работы по установке полосы препятствий завершены. Спортивно-военно-патриотический марафон «Тропа мужества» планирует встретить своих участников уже 14 октября на базе Республиканского спортивно-тренировочного центра «Мужичи». Сбор всех команд будет состоять на парковке Аллеи памяти и славы, где будет состояться еще и параллельно экскурсия, где будет рассказываться история ингушского народа и не только, в принципе, общая история, именно героическая история России, в которой участвовали представители кавказских народов. Далее мы поедем в город Малгобек, город воинской славы. Также там посетим музей памяти и славы. Вот. Оттуда уже дальше мы поедем в город Сунжу, в ДК, где развешаны портреты генералов и также георгиевских кавалеров. Военно-патриотический марафон будет проводиться в рамках проекта «Тропа мужества Z», реализация которого стала возможна благодаря грантовой поддержке молодежных проектов среди физических лиц. Она проходит совместно с Комитетом по делам молодежи Ингушетии и региональным Минспорта. Основная цель проекта – это провести военно-патриотический спортивный марафон, именно межрегиональный, куда съедутся команды из всех регионов Северного Кавказа и проведут между собой такие соревнования. В рамках проекта мы построили полосу препятствий, которую вы видите сейчас на фоне. Это одна из критерий, по которым потом будут выбираться победители. Туда еще входят и воркаут соревнования, и соревнования в разборке и сборке автоматов, ну и другого плана спортивного соревнования будут. Каждое задание требует соблюдения простых технических правил. Участникам предстоит продемонстрировать свою физическую подготовку и навыки оказания первой помощи. За звание самых мужественных будут бороться команды из 6 республик. Полоса протяженностью 3 километра представляет собой более 10 заданий среднего и повышенного уровня сложности. Когда будут участники проходить данную полосу, им придется от каждого препятствия до следующего препятствия проходить еще мини-такие препятствия. Они будут иметь в виду, имеется в виду, это, допустим, им нужно будет брать мешок. Вот они только пришли препятствия, допустим, вот они прошли туннель, вот они оттуда выходят, они берут рядом мешок, он будет где-то весом 30-35 килограмм. Добегают с ним до следующего препятствия, возвращаются обратно вместе с этим мешком, кладут его туда же, откуда взяли, и только потом могут пройти следующее препятствие. Чтобы соревнования прошли максимально честно, участников будут оценивать профессиональное жюри. На каждом пункте полосы препятствий свой участковый. Его обязанность координировать и зафиксировать точность выполнения задания, время и нарушения, если таковые имеются. Здесь будет 5 дисциплин, это подтягивание, брусья, отжимания, пресс и поднятие гири. Вот. И опять же, там же в каждой команде по 5 человек, и вот один человек представляет свою команду одной из дисциплин. Вот. Собственно, именно вот это будет происходить на этой площадке. Военно-патриотический марафон продлится 2 дня. Победителей наградят медалями и наградами, а также всех участников ждут призы от спонсоров. Хава Гагиева, Султан Магушков. Новости 24.